Я назвал тему сегодняшнего выступления Курт Воннегут о пользе иллюзий. Но это такая нейтральная тема. На самом деле книги Воннегута о том, как мы с вами не можем прожить без лжи. Ложь – это неотъемлемая часть нашей жизни, и если мы попытаемся без нее обойтись, будет все гораздо хуже. С ней все плохо, а без нее еще хуже. Об этом один из романов Курта Воннегута, о котором я буду подробно рассказывать сегодня. Считается современным писателем, потому что умер по литературным меркам недавно, в 2007 году. Последний роман вышел в 2001 году, поэтому он такой долгожитель и достаточно плодовитый автор. Литературоведы его прозе дают следующие характеристики. Это эксцентричность. Посвящены его произведения последствиям научно-технического прогресса, которые связаны с войной. Причем у него в произведениях двоякое такое сочетание: либо война порождает науку, либо наука порождает войну. Но эти два явления тесно взаимосвязаны. Например, в романе «Колыбель для кошки» в центре повествования оружие массового поражения, которое появилось благодаря заказу военных. Игровое художественное воображение, и, как видите, в этом перечне уже видно: с одной стороны катастрофа, с другой стороны эксцентрика и игра. Вот это такое необычное сочетание, которое, кстати, Воннегуту часто ставили в упрек, что он берет такие серьезные темы, трагические темы, но при этом превращает их в постмодернистскую игру. Курт Воннегут – это один из образцов американского постмодернизма. Собственно говоря, с этой точки зрения я и буду рассказывать о его произведениях. Курта Воннегута очень легко читать. В отличие, например, от Умберто Эко, это другой постмодернист, или Милорада Павича, потому что нет у нас бумажных экземпляров. В общем, нет? Нет. Сейчас трудно найти книжки, переставляют все. Да. Так вот, если вы посмотрите, у него главки по одной странице, по полторы страницы и так далее. Такое клиповое мышление, которое Курт Воннегут открыл до изобретения понятия клипового мышления. И он прямо так и говорил: я пишу роман из коротких глав, потому что современный человек, читатель, не умеет читать длинные, чтобы держать их внимание. И я там приведу цитату из романа «Бойня номер 5», в котором описываются романы на планете Тральфа-Мадор, и вы, я думаю, увидите знакомые черты организации информационного потока. И едкая ирония. Вот, поэтому отрывистый слог он пишет вот такими короткими предложениями. Его тексты, романы часто цитируют, потому что у него многие высказывания такие афористичные, то есть они даже вне контекста вполне понятны. И едкая ирония. Вот пример. Да, это самая ирония, это цитата из романа «Колыбель для кошки». Повествование идет от первого лица, и вот он так отмеряет свою жизнь в этом романе. Первый роман, написанный Куртом Воннегутом, в оригинале называется «Механическое пианино». На русский язык он был переведен в 1967 году в серии «Библиотека современной фантастики». Тут следует сказать по поводу судьбы русского Воннегута: ему в целом повезло. Его активно переводили на русский язык, активно издавали.
До такой степени, что Воннегут в Советском Союзе был популярнее, чем в США. Похожая история произошла с Брэдбери. Рэя Брэдбери мало кто знает в Соединенных Штатах Америки. Вот. Только в последние десятилетия с его вот романом «451 градус по Фаренгейту», а остальные романы Брэдбери мало известны. А в 70-80-е годы Брэдбери был вообще второго ряда автор. Там высокая конкуренция, и поэтому среди множества писателей-фантастов эти имена не блистали, не были выдающимися. Вот Воннегут — это пример, когда русскоязычная советская публика, читательская, была с ним гораздо ближе знакома, чем американская. Как бы доля читателей, число читателей, которые читали в переводе на русский язык, была больше, чем число читателей, которые читали в оригинале. Так вот, «Утопия 14» — это утопия, или точнее антиутопия. Она рассказывает об обществе, сюжет типичный для такого рода жанра, об обществе, где все рационализировано, все стандартизировано, все управляется суперкомпьютером, поэтому погода не портится, экономических неурядиц не бывает, производительность труда выросла в сотни раз. И как вы думаете, какая проблема возникает в этом обществе? Да, близко. Нечем занять. Вот все делают роботы, и возникает проблема, перед которой сейчас, кстати, встает современное развитое общество, много лишних людей. Сейчас нет проблемы лишних людей прокормить, сейчас проблема в развитых странах, чем их занять. И я помню, запомнилось мне название организации, сейчас я на экран выведу. Вот эти лишние люди в основном служат в корпорации, которая в русском переводе имеет следующую аббревиатуру. Корпус ремонта и реконструкции. То есть, чтобы людей чем-то занять, они там что-то все перестраивают, ремонтируют и так далее. Вот. С одной стороны, у них жизнь организована, с другой стороны, они все осознают, что делают бесполезную работу. Вот. И там в течение этого романа эта организация периодически упоминается. Следующий роман «Сирены Титана» вышел в 1959 году, переведен на русский язык уже, видите, в годы перестройки, в 1988 году, потому что там упоминается Советский Союз. Не то чтобы в негативном контексте, плане, он просто стоит в одном ряду со всеми остальными странами, поэтому, видимо, решили этот роман читателю советскому не давать в те времена. «Сирены Титана». Титан — это спутник. Так, какой планеты? По-моему, Юпитера, да? Ну, в общем, в романе Титан — это спутник, на котором условия жизни такие же, как на Земле, только еще лучше. А сирены Титана — это прекрасные девушки, которые обитают на это, которые живут в том числе в числе прочих, живут на этом спутнике. Вот. И сюжет романа такой, фантастика апокалиптический, такая полупародийная космическая одиссея. Великий ученый, инженер с удручением смотрит на то, как деградирует человечество, как оно занимается не тем, чем нужно. И поэтому, чтобы оно опомнилось, чтобы его встряхнуть, объединить, он похищает людей с планеты Земля, на Марс их забирает, там промывает им мозги,
Вот. Сейчас это по-другому называется, но в 50-60-е годы у американцев был brainwashing. Вот. То есть он их программирует, они превращаются в полулюдей, полуроботов. А потом организует нападение на Землю. Так как подготовка ведется на Марсе, то это марсианское нападение на Землю. Расчет какой? Перед угрозой инопланетного вторжения все остальные противоречия, все прочие проблемы окажутся гораздо мельче, и поэтому земляне объединятся. С этим все получилось. На Земле появляется новое единое государство, которое объединяет религия, церковь, Господа, все безразличны. Но дальше происходит история, похожая на ту, которая была в романе «Утопия 14. Механический пианино». Общество стало единым, поэтому все стало однообразным. Цена объединения – это стандартизация. Всеобщая стандартизация. В финале романа. Вот этот роман мне в свое время очень понравился. Подробнее я про него расскажу в конце, ближе к концу. «Мада Найт» – это цитата из шекспировской пьесы. Перевод, 4 варианта перевода на русский язык. Первый появился в 1991 году. Вот тут, если присмотреться, то на обложке написано «Исповедь, потрясающая исповедь американского предателя». Это шпионский роман, действие которого происходит в годы Второй мировой войны. Что делает шпион, я расскажу чуть позднее. Вот. То есть это не научная фантастика, это уже ближе именно к шпионской истории. «Колыбель для кошки». Вот про этот роман я расскажу более подробно. Это роман о последствиях, которые влечет за собой научно-технический прогресс. Это если кратко. Роман называется так, потому что «Колыбель для кошки» — это такая игра. Вот я скачал небольшой ролик. Today we're going to show you how to do Cat's Cradle. This is a two-person string game that you play with a friend. And basically you are going to create 3 shapes over and over again and pass the string back and forth to each other. The object of this game is to see how long you can keep it going without messing it up. Okay, to get started, you're going to take your string loop and lay it on your friend's hands, and then you're going to pull it up from the inside and wrap it around the wrist once, and then do the same thing on the other side. Ну и так далее. То есть это игра, в которой нить сплетается после очень таких изощренных ходов, а если потом дернуть, вот, только чуть-чуть, все рассыпается. Да? То есть это то, чем занимаются ученые. Они плетут колыбели для кошек, создают такие сложные хитроумные конструкции, которые одним движением пальца можно разрушить. И в романе есть еще одно значение у этого слова — метафорическое. Об этом тоже я чуть позднее к концу скажу. «Дай вам Бог здоровья, мистер Роузвотер», или «Не мечите бисера перед свиньями». Роузвотер в романе миллионер, который решил свое состояние пустить на благотворительность. И весь роман строится по поводу того, что из этого получается. Опять-таки, с одной стороны, нам показано общество, благоденствующее в материальном отношении. То есть это общество, где люди не нуждаются, не находятся на грани голода, им не угрожает физическое отсутствие еды и так далее. Но при этом Воннегут показывает, как это людей развращает.
Ну, там, например, Роузвотер постепенно сходит с ума, помещается в психиатрическую лечебницу. Пока он там лечится, все женщины, которым он помогал деньгами, называют себя его дочерьми. Вот. Когда он возвращается из больницы, выходит из больницы, он все-таки соглашается их признать своими родными дочерьми. Самый известный, пожалуй, роман Курта Воннегута «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Этот роман автобиографический, потому что Воннегут воевал в Европе. Во время Орденской операции, это контрнаступление немцев, зимой 1944 года, в конце 1944 года, он попадает в плен, и пленных содержали в городе Дрездене. Дрезден подвергся чудовищной бомбардировке 13-15 февраля 1945 года, поэтому здесь изображается бомбардировщик на обложке. Считается, что военного значения эта бомбежка не имела, потому что это город, в котором не было военных или оборонных объектов. При этом бомбили его так интенсивно, по-моему, в 5 раз больше суммарная мощность бомб, которые сброшены на Дрезден, чем на Хиросиму. И жертв в 3 раза больше было в Дрездене погибших, чем в бомбардировке Хиросимы. Бомбежка была интенсивной, там сгорело все, там кирпичи плавились от большой температуры. И поэтому спаслись только те пленные, которых заперли на бойню с толстыми стенами. Отсюда и название романа «Бойня номер 5». Среди погибших было 10 тысяч пленных американцев. И Курт Воннегут решил написать об этом книгу, но книгу он написать не смог. Он написал книгу о том, как он не смог написать книгу об этом. Ну, об этом тоже чуть позднее. «Завтрак для чемпионов». Вот с этого романа в Америке у Курта Воннегута начинается закат популярности. Этот роман считается неудачным, что не вполне справедливо. Этот роман был экранизирован в 1990 году. Сюжет тоже достаточно оригинальный. В неком вымышленном городке Мидленд живет предприниматель Дуэйн Гувер, владелец фирмы по продаже пантеонов. И он сошел с ума. Сошел с ума, потому что прочитал книгу одного писателя-фантаста. Если вы читали романы Воннегута, вы знаете имя этого персонажа. В этом романе он главный герой. В остальных он либо участвует как эпизодический персонаж, либо упоминается в книге. Килгорд Раут. Сам писатель этого не хотел, но, в общем, в одном из его романов написано, что вообще-то все люди вокруг нас, посмотрите повнимательнее, это роботы. И только ты один, мой дорогой читатель, остался на этой земле живым человеком. Дуэйн Гувер прочитал эту книгу, посмотрел по сторонам. И чем дольше он смотрел, тем больше убеждался в том, что писатель прав. И он начинает себя вести, уже исходя из того, что он живой человек, а остальные биороботы. И они встречаются в городе Мидленде, получают литературную премию, и вот тот, кто свел с ума, встречается с тем, кто сошел с ума. Фарс, слэпстик или фарс или «Долой одиночество», «Балаган» или «Конец одиночества». Вот эту книгу перевели уже достаточно поздно, хотя она бы советскому читателю понравилась, и некоторым современным российским читателям тоже бы понравилась. Как видите, написана она была в 1976 году, ровно через 200 лет после какого события?
4 июля 1776 года. Такое? Да, в Америке широко отмечалось 200-летие независимости. И Курт Воннегут, как обычно, помните, да, едкая ирония, скептицизм, описывает будущее Америки с точки зрения столетнего старика, бывшего президента США. Вот. Ну, а почему она понравится современным российским читателям, может понравиться? Америка разваливается на части, междоусобные войны, там Аколхонский герцог, князь Нью-Йоркский и так далее в русском переводе. В общем, там региональные державы, такие местные удельные князья ведут борьбу. И описано это в виде воспоминаний. И того, что и непосредственных впечатлений вот этого старика, который застал еще ту Америку. А тюремная птаха. Jailbird. Вот. Здесь главный герой человек, который оказался, причем невиновным и единственным, участником Уотергейтского дела. Вот он реально отбывает срок, остальные отделались более легкими видами наказания. В конце 70-х годов, после окончания срока, он выходит из тюрьмы, и там показывается современная Америка. Вот этот роман, он наиболее ближе всего к реалистичному. Хотя все романы Курта Воннегута, они гротескные и ироничные. Малый не промах. Теодор. Здесь действие тоже происходит в тюрьме. В тюрьме сидит человек, который нечаянно застрелил отсюда его прозвище через 400 метров от дома, то есть пуля пролетела через открытые окна нескольких домов. В общем, он случайно убил беременную женщину и сидит в тюрьме. Тюрьма находится в том же городе Мидланд, который был в «Завтраке для чемпионов». И весь роман посвящен тому, 82 год, да, это у нас разгар холодной войны, он посвящен тому, вообще, какие убийства более опасны. Когда ты случайно убил одного человека, или когда ты разрабатываешь и применяешь оружие, которое убивает сотни тысяч людей. Вот. В контексте холодной войны там как раз аспекты рассматриваются гонки вооружений. Галапагос. Самый экологичный по тематике роман Курта Воннегута. Кто-нибудь помнит, какой великий английский ученый посетил Галапагосский архипелаг? Да, Чарльз Дарвин, и это было исследование, которое он там провел, были источником для создания его теории эволюции. Галапагосы расположены так, что они достаточно изолированы, хорошо изолированы от остальной среды. И поэтому там есть виды, которые больше нет нигде. Сейчас начинается грустная история, которая рассказывается в этом романе. Когда-то давно, миллион лет назад, от действия романа, то есть это событие современное, но действие романа отнесено в далекое будущее. На Земле случилась катастрофа. Катастрофа по двум аспектам. Сейчас вы удивитесь. Первое. Был финансовый кризис, но это бог с ним, это часто случается. Второе. Это эпидемия вируса. Итак, эпидемия вируса, которая вирус не убивал людей, он делал их бесплодными. И поэтому человечество на Земле вымерло. Но незадолго до этого события, недалеко от Галапагосских островов, произошла катастрофа, кораблекрушение, и несколько людей выбрались на эти берега. И про то, что там происходит, они ничего не знают и живут на этих островах. И они оказались единственными людьми,
которые выжили. Но чтобы выжить, человеку нужно перестать быть человеком. Прошел 1 000 000 лет, и за этот 1 000 000 лет у них резко уменьшился мозг, у них появились острые крепкие зубы, и самое главное, они стали такими ластоногими. Вот их организм подвергся эволюции в сторону упрощения. Они живут счастливой жизнью, у них нет вот этой агрессии, взаимного уничтожения, они от этого избавились, но ценой утраты человеческого опыта. Поэтому «Галапагос» — это роман об экологической катастрофе. «Синяя борода». Автобиография Рабо Карабекьяна. 1987 год, по-моему, тогда же было переведено на русский язык. Действие происходит в 20 веке, и главный герой этого романа – художник. Ну, а дальше смешная история. Это художник, который, внимание, обладает способностью, создающей ему много проблем, как художник. Он умеет хорошо рисовать. Что для художника в 20 веке создает гигантские проблемы и трудности. Вот. В романе рассказывается, как он общается с авангардистами, вращается в их кругу. И он хочет писать такие же картины, как Пикассо или Дали, но у него не получается. Да, у него бабочки похожи на бабочек. Деревья похожи на деревья. И вот, понятно, да, если предыдущий роман был об экологии, то вот этот роман о том, в каком направлении развивается искусство с точки зрения Лондона. Так, как видите, он застал почти весь 20 век, то там все эти направления показаны с точки зрения этого человека. А «Фокус-покус». 1990 год, это его предпоследний роман. Действие отнесено в 2001 год. И в нем, в этом романе, рассказывается о сыне ученого Юджине Де Психарке, который страдает дислексией и воспитывается в специальном колледже для таких же детей, как он. Но до дислексии его довел его отец, который, как и все ученые у Воннегута, они мало того, что чудаки, они очень много вреда приносят своим близким. Так. И последний роман «Время трясения». – 13 февраля 2001 года, то есть в недалеком будущем, происходит катаклизм. Весь мир отброшен ровно на 10 лет назад. В 17 не ровно, да, но 17 февраля 1991 года. Вспомните, пожалуйста, чем вы занимались в 90-е годы? Вот. Вспомнили, да? И вот представьте себе, что все, что с вами происходило в 90-е годы, произойдет еще раз. Вот, из-за времятрясения, а так этот катаклизм называется, людям приходится прожить во второй раз эти 10 лет. И смотрите, они знают, что эти события произойдут, а изменить ничего не могут. Они знают, что будет завтра, но при этом повлиять на то, что произойдет завтра, у них возможности нет. Итак, 10 лет. Что с людьми произойдет за 10 лет? Да.
Можно сказать, что главная тема всех романов Курта Воннегута — это утрата языка, на котором мы могли говорить то, что мы думаем? Правда. В том числе, да, но я бы даже сказал не утрата, а его вообще никуда не было. Вот. Язык, да, вот роман «Бойня номер 5», он в частности об этом. И в первую очередь об этом. Ну, я к этому еще перейду позднее. Ну да, утрата языка. Вот, вам нужно 10 лет прожить, и вы эти 10 лет живете во второй раз, как Денис Урка, только сильно-сильно увеличенно растянутый во времени. И вы с этим ничего поделать не можете. Как вы думаете, что с людьми происходит? Нет, если бы. Люди за 10 лет так привыкли, что от них ничего не зависит. Так привыкли, что уже все предрешено. Так привыкли к тому, что все заранее расписано, что полностью отучились самостоятельно принимать решения и делать выбор. Ясно. Ну, а они же не знали, что это 10 лет. Поэтому, когда во второй раз наступает 13 февраля 2001 года, на Земле происходит огромное количество аварий. Потому что водитель привык руль не крутить. Ну, сам крутить. На тормоза не нажимаешь. Пилоты самолетов знают, что самолет все равно сядет. В общем, очередная форма апокалипсиса грозит человечеству. Но тут у нас появляется, как сказано в романе, свобода воли взяла всех за жабры. Вот если говорить об основной теме во всех романах Курта Воннегута, вот это свобода воли, которую человек имеет. Вот. Поэтому и приходится врать самому себе, возвращаясь к теме, да, которая вначале была. Человеку приходится строить иллюзорный мир, в котором он что-то решает. Итак, свобода воли взяла за жабры. Люди могут погибнуть. И тут все человечество спасает, как вы думаете, кто? Совершенно верно. Наш бессмертный, ну в то время он бессмертный, еще живущий Гилберт Раут, который живет в доме престарелых. Наконец-то он востребован, выходит из своего заведения и приводит людей в чувство. Так, фраза, которую он говорит. Ты был болен, вот так, каждый по отдельности говорит. Ты был болен, но теперь ты снова в порядке, и надо только сделать. Вот надо сделать, и все. Люди просыпаются. Вот это последний по счету роман Курта Воннегута. Он еще писал пьесы, рассказы. Кстати, рассказы тоже очень неплохие у него. Многие переведены на русский язык. Публицистика у него есть. Одно из названий сборника его эссе я тоже приведу чуть позднее. Вот. И я более подробно хотел бы рассказать про 3 его произведения. Это «Мать тьма», «Колыбель для кошки» и «Бойня номер 5». Главный герой романа «Мать тьма» или «Тьма ночная» английский писатель Говард Кэмпбелл. Действие происходит в 30-40-е годы 20 века в Англии и других европейских странах. Говард Кэмпбелл – англичанин, которого завербовала немецкая разведка. И поэтому он после начала войны переезжает в Германию и ведет там пропагандистские передачи, которые очень талантливые, пользуются большим успехом. И когда союзники высаживаются в Нормандии, все английские и американские солдаты мечтают этого англоязычного Геббельса задушить своими собственными руками. Да, он служит в Министерстве пропаганды Геббельсу.
Но не все просто так. Вернее, не все так просто. Говард Кэмпбелл стал сотрудником Министерства пропаганды нацистской Германии по заданию ЦРУ. Ну, тогда не ЦРУ, а американской разведки. Там есть сцена, когда он колеблется. Да, и ему объясняют: ты нам нужен там. Благодаря высокому посту он получает доступ к секретной информации и передает ее американскому правительству. Как вы думаете, каким образом он ее передает? Напоминаю, он ведет передачи. Совершенно верно. Он передает секретную информацию, ну тогда телевидения не было, в радиопередачах, которые укрепляют нацизм. Итак, смотрите. Поверхностный уровень текста нацистский, а второй слой антинацистский. И поэтому передачи производят сильное впечатление и вызывают две противоположные реакции по аудитории. Первая аудитория многомиллионная, вторая состоит из одного человека. Первая аудитория многомиллионная – это англичане и американцы, которые с ненавистью и неприязнью слушают его передачи. А вторая часть аудитории – это президент США Франклин Делано Рузвельт, который первым слушает эти передачи и восхищается тем, с каким мастерством Говард Кэмпбелл выполняет свою задачу. Это вот вопрос языка. Тут у меня выложено, обозначено название одного из произведений американской публицистики – Геттисбергская речь. Это прославленная речь, которая была произнесена Авраамом Линкольном в годовщину сражения у города Геттисберг в годы Гражданской войны. Эта речь вошла в анналы американской патриотической литературы. Школьники американские знают ее наизусть. Это воплощение американской ценности. Вот, я ее подготовил. Ну и, как вы понимаете, там будет небольшой подвох. С этой речью такой же подвох, как с передачами Говарда. Первый абзац. Минуло 87 лет, как отцы наши основали на этом континенте новую нацию, своим рождением обязанную свободе и посвятившую себя доказательству того, что все люди рождены равными. Сейчас мы проходим великое испытание гражданской войной, которое решит, способна ли устоять эта нация или любая нация, подобная ей по рождению или по призванию. Мы сошлись на поле, где гремела великая битва этой войны. Мы пришли, чтобы осветить часть этой земли, последнее пристанище тех, кто отдал свою жизнь ради жизни этой нации, и это само по себе вполне уместно и достойно. Ну, дальше еще идет один абзац, она короткая, но очень выразительная. Шедевр политической риторики, прочитанный на английском языке. Американский президент. Но тут упоминаются павшие, потому что он произнес эту речь на месте погребения солдат, которые погибли в этом сражении. Ну, теперь переходим к подвоху. Говард Кэмпбелл дал прочитать эту речь, как вы думаете, кому? Ну, по роману именно Говард Кэмпбелл познакомил этого политического деятеля с этим документом. Гитлеру. Гитлер прочитал и пришел в восхищение. Прекрасный документ, прекрасный текст, прекрасная речь, вдохновляющая воинов. Вот эта речь настоящих воинов, вот эта речь людей, которая может лечь в основу
настоящей военизированной нации. Его восхитило отношение к солдату, выраженное в этой речи, отношение к павшим солдатам, выраженное в этой речи. И я вот вам прочитал, да, и видно, действительно, слово «нация», павшие герои и так далее. То есть, о чем говорят данные эпизоды. Радиопередача Говарда Кэмпбелла и Геттисбергская речь. Типичный постмодернистский мир, в котором мы с вами оказались. Текст – ничто, прочтение – все. Любой текст можно реинтерпретировать, прочитать в зависимости от того, как это, что взбрело в голову интерпретатора. Колыбель для кошки. Действие романа происходит на острове в Карибском море Сан-Лоренсо. У этого острова есть такая особенность. Я зачитаю. Фернандо Кортес был первым человеком, закрепившим на бумаге свою бесплодную победу над островом. Почему бесплодную, я позднее на следующих слайдах будет понятно. В 1519 году Кортес и его люди высадились там, чтобы запастись пресной водой, дали острову название, закрепили его за королем Карлом V и больше туда не вернулись. Дальше смотрим на калейдоскоп. В 1682 году Франция заявила притязание на Сан-Лоренсо, испанцы не возражали. Когда датчане в 1699 году заявили притязание на Сан-Лоренсо, французы не возражали. Когда голландцы заявили притязание на Сан-Лоренсо в 1604 году, датчане не возражали. Когда Англия заявила притязание на Сан-Лоренсо в 1706 году, ни один голландец не возражал. Когда Испания снова выдвинула свои притязания на Сан-Лоренсо, ни один англичанин не возражал. Когда в 1786 году африканские негры завладели работорговым кораблем, высадились на Сан-Лоренсо и объявили этот остров независимым государством, испанцы не возражали. Итак, клочок земли в Карибском море, который никому не нужен. Многие захватывали Сан-Лоренсо, и никто им не мешал. Причина была проще простого. Творец, неисреченный своей мудрости, сделал этот остров совершенно бесполезным. Дальше. На этот остров попадают два европейца, точнее американцы, в общем белые. Лайонел Бойд Джонсон и капрал Р. Маккейб. Они попали на этот остров после кораблекрушения, абсолютно голыми, и вот они решили на этом острове обосноваться. Будучи белыми людьми, они, естественно, захотели на этом острове провести модернизацию. Но, помните, да, Творец, неизвлеченный своей мудрости, сделал этот остров совершенно бесполезным. Когда стало ясно, что никакими государственными или экономическими реформами нельзя облегчить жалкую жизнь этого народа, как они ни старались, народ на острове продолжал болеть и голодать, и поэтому они решили создать новую религию, которая их не накормит и не вылечит, но зато успокоит и даст утешение. Так. Маккейбу и Баконану не удалось поднять то, что зовется уровень жизни. По правде говоря, жизнь осталась такой же короткой, такой же грубой, такой же жалкой. Эту религию они назвали боканизм. Бокан или точнее Боканан — это произнесение на местном диалекте имени Джонсон, фамилии Джонсон. Это ложь, которая позволяет человеку примириться с реальностью. Если этой лжи не будет, тогда он сойдет с ума или просто умрет от того, насколько ужасна его жизнь.
Справа вот на этом слайде эпиграф к роману «Колыбель лягушки». Нет в этой книге правды, но это правда Фома, и от нее ты станешь добрым, и храбрым, здоровым, счастливым. Книга Боканана, Фома, поясняется, это безобидная ложь. Или другой вариант обозначения боканизма – кисло-сладкая ложь Боканана. Правда невыносима, поэтому спасительная ложь позволяет от этой невыносимой правды уйти. Правда стала врагом народа, потому что правда была страшной. И Боканан поставил себе цель давать людям ложь, приукрашивая ее все больше и больше. Так как у нас эпоха постмодернизма, то поэтому необходимо, чтобы религия развивалась по определенному сюжету. Основой сюжета драматического является конфликт. Их двое – Джонсон и Маккейб. Поэтому Джонсон играет роль хорошего человека, а Маккейб – злодея. Как же случилось, что он оказался вне закона? Это Джонсон, он же Боканан. Это он сам придумал. Он попросил Маккейба объявить вне закона и его самого, и его учения, чтобы внести в жизнь верующих больше напряженности, больше остроты. То есть, чтобы религия стала популярной и привлекательной, что нужно сделать? Психологический трюк, вполне понятно. Объявить, что религия запрещена. Кстати, он написал об этом небольшой стишок. С правительством простился я, сказав им откровенно, что вера – разновидность государственной измены. Тех, кто исповедует боканизм, наказывают тем, что подвешивают на крюк. Сейчас будет минута жестокости. Значит, это железный крюк, который протыкает живот человека, острее выходит за спину, и этот крюк привязан к цепи, и человека подвешивают на этот крюк. Он висит, пронзенный крюк. Он видел когда-то такой крюк в комнате пыток в музее Мадам Тюссо. Почему такая казнь придумана? Смотрите выше. Сюжет должен быть динамичным, и поэтому казнь должна быть и зрелищной. Сначала было одно притворство, ловко распускались слухи насчет казни, на самом деле никто не мог сказать, кого же казнили. Маккейб немало повеселился, придумывая самые кровожадные угрозы по адресу боканистов. То есть его народ. Боканисты — это все, официально религия запрещена. Люди — результат. Жизнь такая же грубая и жалкая, но люди меньше думали об этой страшной правде. Чем больше разрасталась живая легенда о жестоком тиране и кротком святом, скрытом в джунглях, тем счастливее становился народ. Все были заняты одним делом. Каждый играл свою роль спектакля, и любой человек на свете мог этот спектакль понять, мог он попробовать. Ваша жизнь становится осмысленной, если вы принимаете участие в этом спектакле и играете свою роль. Это одно из проявлений постмодернизма, частью которого был Курт Воннегут. Интересно некоторые термины, которые появляются в рамках боканизма. Значит, например, понятие «карас». Мы, боканисты, веруем в то, что человечество разбито на группы, которые выполняют Божью волю, не ведая, что творят. Боканан называет такую группу «карас». Мы все здесь собравшиеся можем быть карас, а можем и не быть, потому что есть ложный карас, а в этом же хозяин. И дальше поясняется, если вы обнаружите, что ваша жизнь переплелась с жизнью чужого человека без особых на то причин, этот человек, скорее всего, член вашего караса. Частный случай караса, дюпрас, это карас, состоящий из двух человек, которые фактически живут одну и ту же жизнь, душа в душу. И им остальные люди не нужны. Вот остальное мир наш. В романе показана такая пара. Счастливая.
Строится карас вокруг вампитера. Нет караса без вампитера, учит вас Бог, так же, как нет колеса без оси. Вампитер может служить что угодно: дерево, камень, животное, идея, книга, мелодия, святой град. Но что бы ни служило этим вампитером, члены одного караса вращаются вокруг него в величественном хаосе спирального круга. Но опять-таки, если мы смоделируем эту ситуацию на данное помещение, да, вот вампитером можно считать Курта Воннегута. Его книги. Есть ложный карас, который называется Гранд Фаллон. То, что Хейзел как одержимая искала хужеров по всему свету, классический пример ложного караса. Хужеры – это прозвище уроженцев штата Индиана. И по словам автора или рассказчика в этом романе, вот эти формальные признаки, по которым вы хотите объединить людей в единое целое, не учитывая, что должен быть вампир, который объединял бы караса, то вы получаете ложный карас Гранд Фаллон. Кажущееся единство какой-то группы людей бессмысленного по самой сути с точки зрения Божьего промысла. Классический пример того, что Букана назвал Гранд Фаллон. Другие примеры Гранд Фаллона: всякие партии, к примеру, дочери американской революции, всеобщая электрическая компания, международный орден холостяков и любая нация в любом месте, в любой. Ну, то есть Гранд Фаллон – это формальное объединение. А карас – это объединение вокруг чего-то настоящего. Вот если вампир одним словом назвать, да, проще всего назвать это что-то настоящее. Надо ли говорить, что сборник статей Курта Воннегута называется «Вампитеры, Фома и Гранд Фаллоны. Opinions». Вот он собрал свои нехудожественные нон-фикшн произведения и назвал это собрание вот этими тремя терминами из колыбели. Теперь я хочу перейти к самому известному произведению Курта Воннегута, самому раскрученному, «Бойня номер 5». Вот. Если вы неподготовленными возьмете в руки этот роман, то вы его начиная читать, не поймете. Ничего не поймете. А когда вы прочитаете этот роман уже подготовленным, то вы тоже ничего не поймете, но уже будете понимать, что именно для этого он написан. Типичное начало произведений Курта Воннегута. Очень много. Например, «Колыбель для кошки» начинается так. Стоп. Еще хотел дополнить, да, по поводу «Колыбели для кошки». Образом аллегорическим, который выражает идею необходимой нам лжи, которая одновременно ложь, иллюзия, то есть она иллюзорна, но в то же время без нее мы обойтись не можем. Это «Колыбель для кошки». Цитата из романа: «Это одна из самых древних игр заплетать веревочку, даже эскимосам она известна». Ну, вы видели в ролике что-то. Кошкина колыбель – просто переплетенные иксы на чьих-то руках. А малыши смотрят. Ну и что? А никакой к черту кошки, никакой к черту колыбельки нет. Колыбель для кошки – это тоже вариант ложной конструкции, которые человек сам для себя придумывает и которые мешают ему жить полноценной жизнью с точки зрения, да. Может быть, роман «Уловка», он описывает человека, который испытывает сильную боль, пытается концентрироваться на всем, чем угодно, кроме боли, и именно это и объединяет вещи, которые мы не можем понять, потому что... Это вы про роман говорите? Да. «Колыбель для кошки»? Нет, про «Уловку». «Уловка 22»? Да. Ну, он же слишком веселый, там вроде боли нет, насколько я помню. Не, ну вот именно, что... Там есть страх, там есть страх погибнуть. Но вот как раз таки вот о главном он не говорит. Ну есть, да, есть. Да, там структура романа так выстроена, да, что он кругами ходит, да, в течение произведения.
Так, ну это речь идет о романе Джозефа Хиллера «Уловка-22». Их с Воннегут и Хеллер относятся к одной категории черных юмористов. Итак, колыбель для кошки — это вот вариант, боконизм — это вариант колыбели для кошки. Это когда люди изобретают какую-то искусственную конструкцию, которой на самом деле нет, но она делает их жизнь более, дает иллюзию, что их жизнь более осмысленна. Ну, один из примеров. Муж у нее скотина, никогда дома не бывает, если яйца, то пьяный в доску, весь измазанный губной помадой. А мне, по ее словам, показалось, что это очень счастливый брак, сказал я. Маленький Ньют расставил ладони на 6 дюймов и растопырил пальцы. Помните? Кошку видали, колыбельку видали? Вы видели счастливый брак, которого нет. Вы видели колыбель для кошки, а колыбельки нет. И вот это будет несколько раз в романе встречаться. Когда в нужный момент комментарий будет: кошку видали, колыбельку видали. А это откуда же? Откуда же, как не из книг Бокона? Очень хотелось бы достать экземпляр. Их нигде не достать, книги не печатались, их переписывали от руки. И, конечно, законченного экземпляра вообще не существует. Потому что Бокон каждый день добавляет еще что-то. Маленький Ньют фыркнул: религия. Простите, сказал Кассел, кошку видали, колыбельку видали. Итак, все цитируют книгу, которой нет. Да? Все знают о религии, которой нет. Вот. Кошка есть, кошки нет. Вот. Теперь переход к Бойнину библиотечному. В первой главе, на первой странице романа «Колыбель для кошки» представлено типичное для Курта Воннегута начало произведения. А сейчас я вам расскажу про то, как хотел написать книжку. Я начал собирать материалы для книги под названием «День, когда настал конец света». Книга была задумана документальная, была она задумана как отчет о том, что делали выдающиеся американцы в тот день, когда сбросили первую атомную бомбу на Хиросиму и Японию. С этого начинается книга. Книга о том, как я буду писать книгу. На одной из предыдущих лекций я рассказывал про роман «Дон Кихот» Сервантеса и говорил, по-моему, вскользь упоминал, что Дон Кихот считается, очень ценится постмодернистами, потому что Дон Кихот — это постмодернистский роман. По своей структуре, по своему замыслу. Помните, там есть своя... Так, сейчас скажу. Есть свой боконизм. Значит, Дон Кихот, Алонсо Добрый Кихана стал Дон Кихотом, из Джонсона стал Боконом и изобрел свою религию, основанную на рыцарских романах, на книгах. И дальше нес добро. Да? То есть он попытался жить в мире иллюзий. Приятно, красиво, эстетически привлекательных иллюзий. Вот. А сама книга «Дон Кихот» построена как рассказ автора о том, как он пишет книгу. В первой части это более замаскировано, не так явно, но большая часть романа «Дон Кихот» построена так. Дон Кихот едет по дороге, встречает людей, и люди говорят: а мы расскажем тебе вот такую историю. И дальше 3 главы – это рассказ людей, которых встретил Дон Кихот. А вот во второй части это более явно обозначено. Дон Кихот в начале второй части узнает, что кто-то написал про него книжку. Книжка ему не то чтобы не понравилась, но он решил с ней поспорить. А для того, чтобы книжку переписать, нужно заново совершить еще приключение. И потом встречают людей, которые прочитали книгу про Дон Кихота и общаются с Дон Кихотом, исходя из того, что они прочитали в книге про Дон Кихота. И устраивают с ним розыгрыши, потому что хотят, чтобы дополнились главы про Дон Кихота. То есть они выступают в роли писателя. И здесь у нас та же самая история. Курт Воннегут рассказывает о том, как пишут книгу.
Но литература вообще устроена так. Если человек влюбился, и у него любовь счастливая, для литературы это значение не имеет, никаких следов в литературе не остается. А вот если несчастна, тогда будут написаны десятки, сотни стихотворений. Потому что люди от хорошей жизни литературных произведений не создают. Поэтому возникает такое искаженное восприятие, да, что вся любовь несчастная, что если любовь счастливая, то это не настоящая любовь, но это вот такое искажение. Когда человек доволен, он об этом не говорит. Он говорит тогда, когда ему надо пожаловаться. Здесь похожая ситуация. В общем, может ли быть жизнь в целом ты счастливой? Может просто человек, который ни о чем не говорит, ничто не пишет, ничего в своей жизни просто не замечает? Ну, нет, я бы так не сказал. Вонигуд как раз об этом и пишет. Что, к сожалению или к счастью, язык, слова, они не имеют отношения к реальности. Я вот перехожу к Боге номер 5. Слова имеют отношение к реальности слуха. К сожалению или к счастью. Поэтому можно обойтись в жизни, провести жизнь, в которой слова будут иметь не такого большого, не будут иметь такого большого значения и могут не иметь, и вообще могут отсутствовать. Юрий Лотман рассказывал о том, что, не рассказывал, а предсказывал, да, не он открыл, что есть цивилизация высокоразвитая без литературы. Как есть цивилизация без письменности. Это южноамериканских. Ацтеки, вот инки. У них колеса не было, и не было письменности полноценной. У майя была письменность, у ацтеков не было письменности. Вот в том понимании, которое оно есть. У них и было узелковое письмо, которое нужно было передавать. А вот, чтобы что-то записывать, они фиксировали, запоминали, но с использованием других форм мышления. Мышление было, а они обходились без языка. Вернее, язык, это можно назвать языком, но это другая форма языка, не литература. И он поясняет, Юрий Михайлович Лотман поясняет, что это происходит в тех ситуациях, когда у вас очень-очень стабильная среда окружающая. Да. А византийская практика, когда монахи уходили и ничего не говорили там, это очень популярно. Ну да, возможно. Тоже является частью этого мира. Возможно, но я не компетентен, чтобы вот это комментировать, но возможно. Итак, и похожее начало у нас у романа «Бойня номер 5». Напоминаю, Вонигуд, год рождения 22 год, в 1944 году попадает в Германию, молодой человек, но уже зрелый, и он переживает опыт бомбардировки в городе Дрезден. То есть он фронтовик, писатель фронтовик. Американец немецкого происхождения, 4-е поколение, который сейчас живет в прекрасных условиях на мысе Кот и слишком много курит, очень давно был американским пехотинцем из строевой службы и, попав в плен, стал свидетелем бомбардировки немецкого города Дрездена, Флоренция на Эльбе, это прозвище Дрездена, и может об этом рассказать, потому что выжил. Этот роман отчасти написан в слегка телеграфически-шоцеологическом стиле, как пишут на планете Трашомадор, откуда появляются летающие вирусы. Это первый абзац романа «Бойня номер 5». Может об этом рассказать. О том, как бомбили Дрезден. Первая глава. Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоила эта трехклятая книжонка. Когда я вернулся домой, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение. Или, во всяком случае, оно даст мне много денег, потому что тема такая важная. Итак, он пережил опыт, очень важный для него лично, и очень важный для других людей, для литературы, для человечества. И он это понимает. И он решил написать книгу об этом. И был уверен, что он ее напишет легко. Читаем следующий абзац.
Но я никак не мог придумать нужные слова про Дрезден. Опыт есть, слов нет. И вот весь роман рассказывает о том, как он не может подобрать слова, чтобы передать этот опыт. Поэтому я сказал чуть выше, да, так, гротескно. Если вы читаете роман неподготовленный, вы не понимаете, о чем тут роман. А если вы читаете, исходя из того, что знаете, то, что я вам сейчас сказал, вы его тем более не поймете, потому что он написан именно с этой целью. Да, слова не приходят и теперь, когда я стал старым продавцом, извините, так вот в тексте. С привычными воспоминаниями, с привычными сигаретами и взрослыми сыновьями. И я думаю, до чего бесполезны все мои воспоминания о Дрездене, и все же до чего соблазнительно было писать о Дрездене. Итак, писатель находится в сложной ситуации. Он не может не пытаться писать, но при этом писать не может. Почему? Потому что этот опыт настолько... Что такое язык? Что такое слова? Слова – это некие рациональные конструкции. Связность, некая логика. Почему не может найти, подобрать слова? Потому что этот опыт абсолютно нелогичен, абсурден. И поэтому он на слова, на язык не переводится. И вот я перехожу к тому, о чем говорил чуть выше, да? Роман «Бойня номер 5» о том, что, в том числе и о том, что слова, они не говорят о реальности. Вот. Они говорят о реальности слов, а не о самой реальности. Книги постмодернистский тезис не рассказывают о мире. Книги рассказывают о других мирах. И поэтому, когда он рассказывает про войну, там упоминаются сослуживцы, которые копируют ковбоев из фильмов и вестернов книг. Копируют мушкетеров, опять-таки из книг. Да? То есть реальность как таковая ускользает, она недоступна. Это с одной стороны. А с другой стороны, почему он не может молчать? А потому что опыт настолько ужасен, чтобы его пережить, нужно что-то говорить. И поэтому он... Да, и почему еще нужно говорить? Потому что, как сказано в одной из глав этого романа, тема войны очень рискованная, очень опасная. Она чревата тем, что если вы подобрали нужные слова, организовали их, организовали этот опыт, который вы пережили на войне, значит, вы нашли что? Логику. Если вы смогли описать, значит, вы смогли понять. Делаем следующий шаг. Раз смогли понять, значит, оправдали. Раз оправдали, значит, поощряйте. Итак, когда вы логично и связанно передаете фронтовой опыт, как это показано в вестернах и боевиках, которые упоминаются в романе, если, как это показано в романтических произведениях, как это показано в том числе в романах «Потерянного поколения» про фронтовое братство, это тоже упоминается в романе «Бойня номер 5». Когда вы это сделали понятным, обязательно вы становитесь на позицию оправдания войны. А его задача доказать, что эта война сама по себе бессмысленна. Настолько бессмысленна, что ее нельзя описать осмысленным текстом. И отсюда вторая часть названия романа «Крестовый поход детей». В одном из эпизодов в романе жена ему говорит: ты сейчас будешь рассказывать о том, какими вы были героями, а вы на самом деле были абсолютно ничего не понимающими детьми, которые так и не поняли, что с вами, что с вами произошло. И если ты напишешь так, как ты хочешь написать, то другие ничего не понимающие дети, прочитав эту книжку, пойдут на войну. Если вы рационализировали, то вы продали. Вот. Такая позиция у Куртова. Поэтому, повторяю, роман написан специально таким образом, чтобы максимально сделать его нерациональным. Непонятно.
Книга такая короткая, такая путанная, Сэм, потому что ничего вразумительного про бойню написать нельзя. Всем положено умереть, навеки замолчать, уже никогда ничего не хотеть. После бойни должна наступить полнейшая тишина, да и вправду все затухает, кроме птиц. А что скажут птицы? Одно они только и могут сказать о бойне – фьюти-фьюти. То есть единственные звуки, которые могут остаться после войны, это чириканье птиц, которое тем и хорошо, что оно бессмысленно, невразумительно. И похожее отношение к словам мы находим в разных частях этого романа, в разных главах этого. Например, на стене в приемной у Билли висела в рамочке молитва, которая была ему поддержкой, хотя он относился к жизни довольно равнодушно. Многие пациенты, видевшие молитву на стенке у Билли, потом говорили ему, что она их очень поддержала. Читаем молитву. Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество изменять то, что могу, и мудрость всегда отличать одно от другого. Ну, про Геттисбергскую речь помните, да? Тут тоже будет подвох. Читаем следующее замечание после этой молитвы. К тому, что Билли изменить не мог, относилось его прошлое, его настоящее и будущее. Понятно, да? Слова красивые, звучат убедительно, но никакого отношения к реальности нет. Но утешают, как утешал механизм в романе «Колыбель», но к отношению к реальности не имеет. Вот. И в завершении, чтобы показать, насколько Воннегут актуален и пророчески актуален, вот. Сейчас я выведу на экран описание романов, которые пишутся на планете далекой Тральфамадор. Эта планета, так же как и Килгор-Траут, появляется из романа в роман. В книгах Воннегута тральфамадорцы управляют всем, что происходит на Земле, в некоторых романах. Эта планета впервые появляется в романе «Селена Титан». И как элемент абсурда в романе «Бойня номер 5» участника событий 1945 года, участника Второй мировой войны, и который живет теперь в США в 1969 году, в Америке, его похищают инопланетяне и отправляются туда, на планету Тральфамадор. И решил он там почитать. Что он читает? Вернее, что пишут и читают на планете Тральфамадор. Когда я это перечитал, мне это что-то ужасно напомнило. У нас только тральфамадорские романы, но я боюсь, что вы их не поймете. Ему подали несколько штук. Они были совсем маленькие, понадобилось бы штук 12, чтобы вышла книга толщиной с долину кукол. Разумеется, Билли не умел читать по-тральфамадорски, но он хотя бы увидел, как эти книги напечатаны, небольшие группы знаков отделяли язычком. Понятно, да? То есть большой текст разбит на отдельные фрагменты. И критики, понятно, указывают, что это, скорее всего, отсылка к той манере, которую писал сам Курт Воннегут. Но давайте внимательно читаемся, что это за роман, как они организованы. Каждая группа знаков содержит краткие и важные сообщения, описание какого-нибудь положения или события. Мы, тральфамадорцы, никогда не читаем их все сразу подряд. Между этими сообщениями нет особой связи. Кроме того, что автор тщательно отобрал их так, что в совокупности они дают общую картину жизни прекрасной, неожиданной глубокой. Там нет ни начала, ни конца, ни напряженности сюжета, ни морали, ни причин, ни следствия. Мы любим в наших книгах главным образом глубину многих чудесных моментов, увиденных сразу, в одно и то же время. Вот. Пока вы думаете,
Вот смотрите, да? Короткие сообщения, описание какого-то положения или события, особой связи между сообщениями нет, они дают общую картину. Цветы какие-нибудь. Ну давайте один из примеров. Тут нет интернета. Яндекс Новости, я хотел вывести. Это новостная лента современная, да? Или социальные сети. Вот они организованы точно так. И мало того, что технически не так организованы, психологически тот же эффект. Вам дают короткие фрагменты, и у вас создается иллюзия, что вы получаете информацию о мире. И не утомляетесь, они короткие. Связи нет. Вот. И в то же время то, что привлекает. Прекрасно, неожиданно глубокая жизнь. 69-й год. Справедливости ради надо сказать, что прообраз интернета уже создается в это время. Поэтому Курт Воннегут не то чтобы предвосхитил, но шел параллельно. Да? Так, вот на этом я бы хотел закончить. Спасибо за внимание. Вопросы есть? Можно? Да. А почему Воннегута считают фантастом? Потому что если вот взять те же там Оруэлл, Хаксли, Замятин, у него не больше фантастических допущений, чем у них, но при этом они писатели и философы, а он именно фантаст. Вот. Ну, во-первых, да, фантаст, его по привычке записали фантасты, потому что большую роль в его произведениях играет технология, технологическая составляющая. Я имею в виду, что у него большинство романов, ну, самый известный, по крайней мере, Бодин номер 5, кстати, нет, там тоже это есть. Они рассматривают положение, последствия работы ученых и последствия работы действия науки и технологий. Поэтому по этому признаку его относят именно к научному фантастике. Вот. А то, что вы говорите, да, дело, я понимаю, значит, почему вам кажется это несправедливым, да? Потому что действительно science fiction, то есть научная фантастика, считается развлекательной литературой, и Курта Воннегута часто относили именно к этому виду фантастики. Но вы правы, он чистым фантастом, как, например, там, Артур Кларк или там, Гарри Гаррисон, не является. Да? Он действительно рассматривает философские аспекты этих явлений. Вот. И мне кажется, что вот самое его выдающееся произведение это не «Бойня номер 5», а именно «Колыбель Лягушки». Она в плане вот этого философском, она самая богатая. И последнего произведения, они меньше известны, но вот «Синяя борода» тоже произвела на меня впечатление. Она, кстати, ближе к реальности, она более такая социально культурно направленная. Там, по-моему, вообще ничего фантастического. Да, ничего фантастического нет, и очень остроумное описание, как так сказать, проницательное описание, да, вот этих художественных явлений в конце века. Александр Иванович, а у вас этот писатель входит в сферу научных интересов? Почему вы выбрали писателя? Ну, во-первых, ему 100 лет исполнилось. Во-вторых, я защищал диссертацию кандидатскую по черному юмору. К группе черных юмористов относят в том числе Хеллера, которого мы упоминали сегодня, и Курта Воннегута. Ну, по тем даже цитатам, которые я приводил, понятно почему. Вот. Ну, например, я эту цитату исключил на всякий случай. У нас запись уже закончилась, да? Можно попросить отрезать. Вот. Я хотел на экран вывести фразу: перед тем, как кого-то убить, выясни, нет ли у него влиятельной родни. Но те, кто знаком с романом «Бойня номер 5», понимают, да, что речь идет о Евангелии. А дальше идет комментарий о том, что инопланетянин Тарашмадырянис говорит: а с чего вы решили,
Опять-таки, вспоминайте Геттисбергскую речь. С чего вы решили, что Евангелие учит вас человеколюбию? На примере распятия Христа вам дают понять, что распинать можно только тех, у кого нет влиятельных родственников. Ошибка в том, что вы не того выбрали для распятия. Вот. И дальше там говорит, а я вам принес настоящий Евангелие. Вот. Можете почитать, что это за Евангелие принес. Вот. А научная фантастика, ну это вот с утопии 14 началось, механического пианино, потому что это сугубо научная фантастика. И Сирена Титана тоже больше. То есть потом уже его отнесли к этой категории. Ну просто у него книг, которые именно к фантастике нужно отнести. Да, вот действительно разобрать. Некоторые рассказы можно отнести, вот такие действительно примеры научной фантастики, а так да. Антиутопия. Вот у него, если жанр такой самый близкий, то это у него антиутопия или парадигма. Может быть, Оруэллу и другим, кого называют философами, мыслителями писателями, просто появится чуть пораньше родиться, когда слово мыслитель и философ, оно еще ассоциировалось с чем-то таким великим и хорошим, и когда человек, который думал о своей жизни, еще мог так называться. Ну, отчасти вы правы. Еще одна причина у Воннегута, как вы понимаете, опять-таки по цитатам, он не хочет быть серьезным и стремится к тому, чтобы быть серьезным и трагическим. Например, книги не трагические, поэтому они вот до уровня антиутопии по оценкам не дотягивают, хотя по содержанию не дотягивают. А вот по поводу последнего слайда там описывалось, какие книги они читают. Да. Это же очень хорошо подходит под газеты. Может быть, он намекал на мир, где нет книг, а есть только одни газеты? Возможно, да, возможно. Да. Газеты, да, так и выставляются. Да? Как у Бертека написано было в нулевом номере. На одной полосе идет описание того, как в школе подрались ученики, потом обсуждение вопросов на финансирование, сокращение финансирования детских садов и так далее. И один из 6 сюжетов про насилие по отношению к ребенку. У читателя возникает ощущение, что раз вся полоса про детей, то вся полоса про насилие по отношению к детям. И наше общество захлестнуло волна насилия против детей. Да, вот действительно за счет того, что компоновка идет отдельных фрагментов, так что конструируется картина мира определенная. Так, ну, если вопросов больше нет, благодарю всех, кто пришел.